Количество просмотров, подписчиков и лайков, пожалуй, это именно то, что сегодня интересует большую часть пользователей сети Instagram. А все потому, что на этой площадке можно быть услышанным в любой точке мира, можно стать популярным и, что немаловажно, заработать большие деньги. Активные пользователи сети Instagram со своим уникальным контентом, проще говоря, блогеры, есть уже и в Абхазии. Страницу «Наш Сухум» читает более 13 тысяч активных пользователей. Несмотря на название, здесь публикуются фотографии и видео достопримечательностей со всей нашей республики. Автор странички Вартан Мумджан блогером себя не считает. Зовется нескромно отцом абхазского инстаграма. Идея создать страницу, наполненную таким контентом, появилась еще 3 года назад. Тогда, как рассказывает сам молодой человек, не было и мысли, что это может стать интересным и полезным для большой аудитории. Инстаграм был создан в 2016 году, летом, перед днем города Сухум. Я создал и закинул туда анонс мероприятий, который будет проходить у нас в Сухуме. Потому что нигде почти эти мероприятия не освещались. И забыл про это. Создал и забыл. Потом захожу через какое-то время, люди подписываются, люди начали меня отмечать, ставить хэштег. То есть какая-то заинтересованность у людей была проявлена. И я с января 2017 года активно начал выкладывать все публикации, писать посты и вести вот такую активную интернет, скажем, жизнь. Говорить об огромной популярности, учитывая миллионные подписки зарубежных блогеров, сложно. Однако в рамках Абхазии эти цифры – большой результат. У Татьяны Просоловой аудитория поменьше, более 3000 подписчиков. Но тут впечатляет не их количество, а сами публикации. Девушка без постоянного места жительства, так пишет о себе блогер, переехала в Абхазию с Оренбургской области 3 года назад. Для неместного жителя такой контент о красотах Абхазии весьма нетипичная направленность. Однако с этим Татьяна отлично справляется. Тут и пост о том, как снять жилье, о трудоустройстве и даже о том, где можно бесплатно подключиться к Wi-Fi. Я сюда переехала в 2016 году в январе, и идеи как такового создания блога не было абсолютно. Просто я стала ездить по очень красивым местам, и хотелось для себя это оставить в памяти своей, запечатлеть как-то. И я начала выкладывать фотографии. Сначала это были просто фотографии, без какой-либо обработки, без каких-либо текстов. Потом начали многие интересоваться, что за место, как до туда добраться, где это. И уже по ходу действия, по ходу жизни многие начали интересоваться. И я, чтобы не отвечать каждому лично, начала писать подписи. Следующая страница, которая привлекла интерес нашей редакции, Сухум Рус, сокращенно Сухум Россия, поясняет блогер. Ее автор местным себя не считает, но вот листая страницу, кажется, что ее пользователь родился и вырос именно в нашей стране. Александр приезжает сюда к маме только летом, постоянно живет в Ульяновске. Его публикации также про Абхазию. Фотографии, казалось бы, с каждой точки нашей страны. Для Александра, инвалида 2-й группы, эта площадка – возможность рассказать об оздоровительных местах в республике и о том, чем они могут быть полезны. Это все благодаря моей маме. Мама у меня здесь живет 20 лет. Когда-то я был еще маленьким, мне было, не знаю, лет 15, нет, лет 12, наверное, мы с мамой сюда приехали. Мама купила здесь дом. И с тех времен в сезонное время, то есть я сюда приезжаю и здесь живу. Ездим на много всяких экскурсий, допустим, в Кандыке находится горячий источник, который я по себе знаю, что очень хорошо мне помогает. То есть я могу хорошо, по себе сказать кому-то, что мне он помогает с моим заболеванием. Рекордсменом по количеству подписок с таким же контентом стал Андрей Кадышба. Его страница перевалила за цифру 18 тысяч. Несмотря на постоянно обновляющуюся информацию и большую аудиторию, блогером себя этот молодой человек не рискует называть. Простой абхазский гид, для которого популярность в Инстаграме – очень случайный процесс. Страницу создал так, как обычно, как люди делают, просто фотки выкладывал и все. А потом начал, я уже давно работаю на экскурсиях, и пару фоток красивых сделали мои друзья с Крыма и скинули мне. Я выложил и смотрю, уже пошли отзывы, где это, как это, можно с вами поехать. И я тут уже решил, так как на других фирмах, где мы работали, не было такого, пешие ходы, то есть сопровождение мало кто делает.
И подумал, давай-ка я начну другое что-то делать. Экскурсия, понятно, девичьи слезы, мужские слезы, юбшарский каньон, обычную экскурсию, то, что мы знаем, я начал добавлять много чего нового. Я начал останавливаться там, где очень красиво. Начал выкладывать, смотрю, я даже текст не писал, просто фотки выкладывал, и все, пошли комментарии. Следить за такой страницей процесс не из легких. Аудитория, большая часть которой не местные жители, грубо говоря, требует новых постов и постоянно закидывают различными вопросами. Если кто хочет начать заниматься этим делом и думает, что 5-10 минут в день этого достаточно, это неправда. Это очень много времени уходит, причем времени не что, чтобы отвечать там людям в директ и так далее, а чтобы собирать годный контент. 24 часа в сутки уходит на это все просто. Утром просыпаешься, тебе через час надо на работу, а тут уже за завтраком надо писать текст. Сегодня для большинства людей площадка Instagram используется для заработка. Реклама, к примеру, у российских популярных блогеров может превышать цифру в 100, а то и 200 тысяч рублей. Есть и те, у кого речь идет о сумме больше миллиона. Наши гости смело признаются, цели увеличить доход благодаря Инстаграму пока нет. Есть те люди, которые пишут, там, можно я закажу у вас рекламу. Но до этого, до рекламы еще не дошли, а пока я никакую рекламу не принимал у себя. Надо чуть-чуть вырасти до этого, думаю. Главная цель для авторов этих страниц – возможность разрушить сложившиеся для многих людей стереотипы. Отдых тут безопасный и не требует огромных затрат. Пишут, а безопасно ли в Абхазии, идет ли там до сих пор война. Вот такие моменты. Ну, люди испуганы, люди не знают. И наша цель – это в первую очередь сказать, что тут красиво, тут хорошо, это страна души, приезжайте, и мы всегда вам рады, мы покажем вам свое гостеприимство и сделать так, чтобы человек, приехав однажды, привел сюда весь свой подъезд и не только. На моем примере сюда переехало 3 человека, точно знаю, которые жили в разных частях России, боялись переехать, но смотрели на меня, как я здесь живу, и переехали сюда жить. Отзывов много пишут про Абхазию, но на самом деле стараемся писать хорошее. Есть те люди, которые не хотят ехать сюда, просто спрашивают, нам сказали соседи, друзья, там, что у вас опасно. Но на самом деле пишем правду, они приезжают, уезжают с хорошими впечатлениями. Просто мы им говорим, вы приедете, дальше мы уже вам покажем другую совсем Абхазию. Они приезжают, конечно же, уже довольны, у них уже другие мнения про Абхазию, они уже говорят сразу, зачем мы их послушали, надо было сразу просто приехать. Много таких случаев, честно. Побольше, наоборот, надо таких ребят, которые предложат рекламу. Все будет строиться на рекламе. И все это продвинется. Я уверен, я просто так не начал этим заниматься, если бы я не был уверен в том, что Абхазия скоро станет великой страной. Я точно знаю. На сегодняшний день, благодаря этим людям и их деятельности, ежедневно про Абхазию узнает все больше и больше людей. Многие переезжают в Абхазию, а другие не боятся и точно знают, где тут можно хорошо отдохнуть. Yola Barganja, Эдуард Аракелян, Рамо Кампия, Абазатова.